Его подпись значится под основополагающими документами, заложившими фундамент Башкирской республики. Бурные политические события, захлестнувшие Россию после февральской революции 1917 года, вознесли Шарифа Манатова на пьедестал лидера башкирского национального движения. Но, как оказалось, временно. Башкирскую автономию возглавили другие люди, а соратники по обе стороны баррикад вскоре стали его политическими оппонентами. Что стало тому причиной? Почему некогда признанный деятель оказался в стороне от процесса государственного строительства Башкортостана? Шариф Манатов является самой противоречивой фигурой башкирской истории начала XX века. Его роль в революционных событиях 1917-18 годов и в последующей гражданской войне вызывал и вызывает неоднозначные оценки. Противоречивое отношение к нему со стороны бывших соратников хорошо иллюстрируется воспоминаниями лидера автономистов Ахмедзаки Валиди, словами поэта Шейхзады Бабича и других деятелей башкирского национального движения. Шариф Манатов родился 20 октября 1892 года в ауле Манатова Челябинского уезда Оренбургской губернии, ныне Альменевского района Курганской области. Происходил из башкир рода Катай. Как утверждается в ряде изданий, в подростковом возрасте Манатов добрался до Уфы и с помощью неких богатых просвещенных башкир поступил в знаменитое уфимское медресе – Алия или Галия. Затем учился в учительской семинарии в Семипалатинске, а в 1911 году поступил на педагогический факультет психоневрологического института Бехтерева в Санкт-Петербурге по специальности «Всеобщая история». Находясь в столице, он познакомился с Мулануром Вахитовым, студентом юрфака того же учебного заведения. Муланур Вахитов – татарский революционер-социалист. Родился в деревне Казаево Кунгурского уезда Пермской губернии. 17 января 1918 года возглавил комиссариат по делам мусульман внутренней России при Наркомате по делам национальностей. В августе 1918 года во главе 2-го татаро-башкирского батальона участвовал в обороне Казани от наступления частей Народной армии Комуч, был арестован и расстрелян. Знакомство с Вахитовым не проходит даром. Манатов, увлекшись идеями социализма, начинает антиправительственную деятельность, за что подвергается аресту. Но он активно себя проявлял как журналист. Действительно, он сотрудничал на страницах тюркоязычных газет, даже турецкий, там новый Яны Дунья называется, он сам пишет. И других тоже заметки писал. Считал, что он хорошо знает французский язык, но Ахмедзаки Валиди пишет, что он не владел на должном уровне этим языком. Есть такие нюансы по части его образования. В 1914 году, спасаясь от преследования, Манатов эмигрирует в Швейцарию, где устраивается весовщиком на Женевскую шоколадную фабрику. Здесь же, в Женеве, он знакомится с Лениным. Однако идеи последнего приходятся ему не по душе, так как в то время большевики не признавали право наций на самоопределение и выступали за унитарное устройство будущей России. После февральской революции Манатов возвращается на родину и летом 1917 года присоединяется к башкирскому национальному движению. Он включается в башкирское национальное движение, когда оно уже было в полном разгаре. Находясь в Швейцарии, он пропускает его первый концептуальный этап, когда в условиях надвигающегося краха самодержавия шло напряженное изучение опыта демократических стран Запада, имевших федеративное устройство, в первую очередь США и Германии, когда определялись цели и идеология башкирского движения, когда между башкирскими и татарскими интеллигентами на страницах печати шла жаркая дискуссия относительно будущего их народов в новой России.
В мае 1917 года на Первом Всероссийском съезде в Москве мусульманское движение раскололось при обсуждении самого принципиального вопроса о будущем устройстве России. Потому что большинство татарских делегатов, подавляющее большинство, сейчас вот начинают говорить, тот был тоже за федерализм, но подавляющее большинство, фактически там, наверное, 99%, когда было голосование, они проголосовали за унитарную демократическую Россию. А вот остальные тоже крупные делегации. Это башкирская, азербайджанская, крымско-татарская, казахская, частично туркестанская. Ну вот это большинство, подавляющее большинство голосовало за федеративное устройство России. Татарские делегаты исходили из того, что формирующаяся татарская общность не составляла компактного этнического массива по причине дисперсного расселения. Образование автономных республик, по их мнению, помешало бы трансформации тюрко-татарского миллета из мертвой абстракции в живой этнический организм. Однако была и другая причина. Один из ярких представителей унитаристов, Ахмед Бек Цаликов, без обиняков заявил: территориальной автономии тормоз в развитии торгово-промышленной деятельности поволжских мусульман. Цаликов даже пытался доказать, что существует в России единая нация мусульманская, это единые вот и тюркские нации, якобы мусульманские. Но Ахмед Заки Валиди категорически не согласился, что нет такой единой нации. Вот. Есть вот отдельные национальности, которые имеют право на самоопределение на своей территории, ну, в таком духе. Таким образом, попытка татарских делегатов поставить свои партикулярные интересы выше интересов большинства не увенчались успехом. Раскол среди мусульманской интеллигенции имел далеко идущие последствия. В Урало-Поволжском регионе возникли две конкурирующие силы – башкирское и татарское движение. Башкирские делегаты Первого мусульманского съезда образовали Башкирское областное бюро, состоявшее из 3 человек – Ахмед Заки Валидова, Алаберды Ягафарова и Сагита Мрясова. Им было поручено организовать в Оренбурге первый всебашкирский Курултай, который должен был рассмотреть аграрный вопрос и, самое главное, утвердить принципиальное решение об учреждении автономии Башкортостана. И вот в разгар этих приготовлений в Оренбург, что называется, с корабля на бал, прибывает Шариф Манатов. Он сразу оказывается в центре внимания башкирских активистов, ведь он жил в эмиграции, знаком с Лениным и другими членами партии большевиков. При этом, если посмотреть его биографию, то, в принципе, в 1917 году, весь 1917 год, он достаточно активно себя проявляет, да, пытается находиться там практически в лидирующих позициях вместе с Ахмед Заки Валидовым, да, и прочими участниками национального движения, становится даже председателем там башкирского областного шуро. На состоявшемся в июле 1917 года Первом всебашкирском Курултае его избирают председателем Башкирского областного совета ШУРО, прообраза будущего башкирского правительства. Второй всебашкирский Курултай, прошедший в августе, вновь утверждает его на посту лидера автономистов. Ахмед Заки Валидов назначается лишь его заместителем. Была определенная, так сказать, группа людей, известных очень деятелей. Это и Заки Валидов, Шариф Манатов, Мулаян Халиков. Там, ну, список достаточно длинный, и он достаточно известен, в общем-то. Вот. И они были вот, некой такой одной командой. И сказать, что прям вот кто-то из них является ярко выраженным вожаком, лидером, который вел всех вперед, это сказать, наверное, вот применительно к лету-осени 1917 года, наверное, не совсем будет правильно. На второй всебашкирский Курултай в качестве гостей явились представители национально-культурной автономии тюрко-татар Хади Атласов и Закир Кадири. Они предприняли последнюю попытку отговорить башкир от идеи отдельной автономии, на что Шариф Манатов ответил длинной речью: «Мы пока еще не кричали об автономии, мы подняли лозунг федерации. Мы желаем для России федерации, составной республики. Это весьма полезный способ управления. Государственное устройство Германии, Америки и Швейцарии, где благоденствуют народы, тому свидетельство».
Все башкирские курултаи утверждают важнейшие документы, заложившие фундамент Башкирской республики. Идеи, заложенные в них, предполагалось вынести на рассмотрение Всероссийского учредительного собрания, которое в конечном счете и должно было определить будущее России. Выборы были назначены на 12 ноября. Понимая, что в случае легитимации нового государственного строя шанс захватить власть сведется к минимуму, 25 октября 1917 года большевики совершили государственный переворот. Стало ясно, что процесс становления молодой Российской демократической федеративной республики прерван насильственным путем. 11 ноября Башкирское шуро издает фарман номер 1, в котором осуждает большевистский переворот и объявляет о нейтралитете. В связи с тем, что 25 октября 1917 года Временное правительство России было свергнуто партией большевиков, в России начались междоусобные войны. Мы не большевики и не меньшевики, мы просто башкиры. Наконец, 15 ноября увидел свет фарман номер 2, провозгласивший автономию Башкортостана. Под обоими судьбоносными документами первым значится имя Шарифа Манатова, а вторым – Ахмед Заки Валидова. Октябрьский переворот, а затем опубликованный 2 ноября Декларации прав народов России, в которой большевики запоздало признали право нации на самоопределение, внесли раскол в ряды башкирского движения. Сразу обозначились 3 лагеря. Первое – правое крыло во главе с Ишаном Курбангалеевым. Второе – это левое, то есть социалисты различных направлений, которые были несказанно рады тому, что большевики своей Декларации прав народов России устранили последние препятствия на пути к объединению с ними. И третье – национал-демократы, то есть башкирские автономисты, которые, как было заявлено в фармане номер 1, придерживались нейтралитета. На третьем учредительном всебашкирском Курултае победили сторонники башкирской автономии в составе Демократической Федеративной России. Самый популярный в Башкирии лозунг «Да здравствуют русские Соединенные Штаты на основах народной власти». Меньшевик-интернационалист Шариф Манатов почувствовал себя лишним в лагере башкирских национал-демократов, тем более находившихся на территории подконтрольной атаману Дутову. В данном случае Шариф Манатов больше склонялся, конечно, к социалистам, понятно, поскольку он уже к тому периоду времени был уже состоявшимся и до мозга костей, наверное, социалистом, приверженцем именно социалистического пути развития дальнейшего страны. И он, наверное, с января 1917-18 года стал, в общем-то, не сказать, чтобы отходить от башкирского национального движения, скорее стал немножко не своим в той группе людей, которые раньше, в общем-то, считали его своим соратником. Тем временем на 5 января 1918 года был назначен созыв избранного состава учредительного собрания. Валидов и его сторонники не поехали в столицу, понимая бессмысленность участия в намеченном заседании. Однако Шариф Манатов решил воспользоваться случаем, чтобы покинуть Оренбург и своих бывших соратников. Днем 6 января Шариф Манатов со своим старым товарищем Мулануром Вахитовым отправились в Смольный и на пороге института встретили депутата от Уфимской губернии Галимжана Ибрагимова и решили втроем зайти сначала к Сталину, а затем к Ленину. Вождь подробно расспросил о казанских делах, а затем перешел к башкирам. Шариф Манатов сказал, что башкирское движение при признании требуемой ими автономии будет направлено не против Советов, а явится огромной силой в борьбе против Дутова. В своих воспоминаниях о Ленине, опубликованных в 1924 году в газете «Башкортостан», Манатов писал: «В ответ на мое категорическое заявление о том, что некоторые пытаются представить движение башкир как контрреволюционное, Ленин самым серьезным образом сказал: «Мы не признаем движение башкир контрреволюционным движением, направленным против нас. Мы считаем, что национальные движения народов Востока вполне естественны и очень нужны. К социальной революции народы Востока придут только через национальные революции». Видя, что в принципе, этими идеями, популистскими, может, даже идеями, можно привлечь определенную
определенные мусульманские круги, да, там мусульман, он говорит, что в дальнейшем вот эти люди вместе с Галимжаном Ибрагимовым должны издавать различные декреты уже от имени комиссариата по мусульманским делам. 19 января 1918 года на страницах газеты Временного рабочего и крестьянского правительства был опубликован декрет об учреждении комиссариата по делам мусульман при Народном комиссариате по национальным делам. Главным мусульманским комиссаром назначался Мулла Нур Вахитов, а его заместителем – Шариф Манатов и Галимжан Ибрагимов. Галимжан Ибрагимов – татарский революционер, писатель и языковед. Родился в деревне Султан-Муратова Стерлитамакского уезда Уфимской губернии, ныне Аургазинского района республики. Член ВКПБ с 1920 года, репрессирован в 1938 году. Услуги мусульманского комиссариата понадобились вскоре после его учреждения в январе 1918 года. Дело в том, что татарские буржуазные демократы, первоначально выступавшие за национально-культурную автономию и на этой почве разошедшиеся с башкирскими территориальными автономистами, после Октябрьского переворота и разгона учредительного собрания решили последовать примеру последних. Они провозгласили территорию Уфимской и Казанской губерний штатом Идель-Урал. Однако власть этого штата, на бумаге охватывавшего всю территорию Урала и Поволжья, на деле распространялась лишь на предместье Казани Булак. 15 марта 1918 года председатель Казанского ревкома Карло Грасис разогнал Забулачную республику, не потеряв ни одного бойца. Немного ранее описанных событий в Оренбурге по приказу Самуила Цвиллинга, председателя губернского ревкома, было арестовано башкирское правительство, несмотря на объявленный им нейтралитет. Причиной тому стали ложные обвинения в контрреволюции, выдвинутые Гали Шамигуловым, председателем мусульманского военно-революционного комитета и противником башкирской автономии. Они были брошены в тюрьму, часть башкирских активистов была расстреляна. Это, в общем-то, была вопиющая несправедливость и, самое главное, необоснованная жестокость стороны большевиков. И в этой ситуации, конечно, Шариф Манатов оказался в такой двусмысленной ситуации. С одной стороны, он, находясь в Петрограде, телеграфировал своим соратникам в Башкирии, что Ленин достаточно либерально смотрит на вопросы создания Башкирской республики, что, в общем-то, он вроде готов идти навстречу по некоторым таким наиболее принципиальным вопросам, связанным с самоопределением башкирского народа. А с другой стороны, он в марте подписывает документ о создании Татаро-Башкирской республики, и ничего не предпринимает для того, чтобы вызволить своих бывших соратников из тюрьмы. Только после ареста башкирского правительства и разгона Забулачной республики возникает проект Татаро-Башкирской Советской Республики, под которым стоят подписи Иосифа Сталина, Мулла Нура Вахитова, Шарифа Манатова и Галимжана Ибрагимова. В декретированную 22 марта 1918 года республику, которая была советизированным вариантом штата Идель-Урал, должна была войти вся территория Уфимской и значительная часть Казанской губернии. Очередной проект татарской интеллигенции был навеян их мечтаниями о гегемонии на территории всего Урала-Поволжья и Западной Сибири. Что касается Сталина, то он преследовал прагматические цели. Зарубежный советолог Сергей Зеньковский писал: «Татарские коммунисты, однако, были едины и решительны в своей поддержке планируемой Сталином Татаро-Башкирской республики. Они видели в этом триумф татарской идеи и полагали, что революция может распространиться из Татаро-Башкирии на весь Восток. То, что коммунистическая партия и советское правительство нуждались в ней как в восточной витрине для пропагандистских целей в Исламской Азии, придало татарским коммунистам уверенность в успехе и силе своего дела. Татарские коммунисты заключили брак по расчету с Центральным комитетом коммунистической партии, который нужен был им для осуществления татарской автономии». Если заинтересованность Сталина и татарских национал-коммунистов в проекте Татаро-Башкирской республики была вполне ясна, то в чем заключался интерес Шарифа Манатова?
Вероятно, в определенный момент он задал себе этот же вопрос и, не найдя на него ответа, испытал то, что называется в чужом перу похмелье. Манатов понял, что его использовали лишь как фиговый листок для придания видимости представительства башкир, в то время как данный проект противоречил интересам его народа. Неожиданно прозревший Шариф Манатов начал запоздало отыгрывать начатую партию. Но было уже поздно. Шариф Манатов подписал вот это положение от имени башкир, Татаро-Башкирской республики. Но здесь тоже опять противоречие получается. Потом он, возможно, увидел, что башкиры не поддерживают эту идею. Не только лидер башкирского движения Ахмед Заки Валиди, в целом народ там не принимал вот это положение. Вот в такой обстановке он потом сам стал выступать против вот этого положения, чтобы, требуя его отмены, что башкиры отдельный народ, даже его интересные там выступления по этому поводу. За сотрудничество с большевиками лидеры башкирского национального движения рассматривали Манатова как ренегата. Но, как оказалось, не они одни. Коллеги по мусульманскому комиссариату с некоторых пор также стали видеть в нем отщепенца и готовили ему неприятный сюрприз. В мае 1918 года Шариф Манатов был командирован в Уфу. Узнав об этом, Галимжан Ибрагимов отправил ложный навет уфимским властям с требованием арестовать его как башкирского националиста. Ну, его он обвинил, что вот он пошел по стопам башкирских националистов, когда стал выступать против положения, что положение уже приняли, юридическую силу и т.д. и т.п. Вот это послужило и поводом. И поэтому вот как бы один представитель наркомнатца пишет на другого, и вот это дело, скажем так, принимает такой печальный оборот. После того, как Чехословакия там даже освобождает Уфу, но Шариф Манатов в это время уже был переведен в Сарапул. Манатов оказался в числе нескольких десятков заложников, уфимских обывателей и пленных чехов, которые со дня на день ждали расстрела. Через некоторое время всех арестантов вывели из тюрьмы, посадили на баржи и отправили в город Сарапул. Там Манатов написал письмо и переправил его Сталину. Оно было следующего содержания. «Многоуважаемый товарищ Сталин, как я приехал в Уфу, так арестовал меня Галимжан Ибрагимов по постановлению Уездного крестьянского совета. Я уверен, что пал жертвой клеветы и восточной интриги татарских шовинистов. Что касается башкир, то демократическая часть его разгромлена эсерами-татарами, а буржуазная часть очень радуется моему заключению, как передавали мне». Благодаря вмешательству центральной советской власти, Манатов и другие заложники избежали расстрела, выйдя на свободу в конце августа 1918 года. После этих событий Шариф Манатов по заданию партии отправился в Турцию, где стал членом президиума Анкарского комитета Турецкой коммунистической партии. То есть он не стал точно своим среди большевиков, его не приняли. Я так полагаю, что и с Лениным у него отношения, видимо, в последующем испортились. Может быть, Ленин от него ожидал каких-то больших результатов. В то же время, как я уже сказал, среди, скажем так, соратников бывших по башкирскому национальному движению он тоже не нашел понимания. То есть его не приглашали ни в республику на высокие должности, ни какие-то даже, может быть, вторые роли, да, то есть он был представителем Башкирии в наркомнации, но это должность, как говорится, ни о чем, да. Что касается Татаро-Башкирской республики, за противодействие которой Шариф Манатов почти 4 месяца томился в заточении, то она стала достоянием истории как памятник политического прожектерства. Не поддержанный народными массами, этот проект решением советской власти был отменен осенью 1919 года. В дальнейшем Шариф Манатов занимал незначительные посты в Башкирии, затем был отправлен на советскую работу в Туркестан. В 30-е годы над ним стали сгущаться тучи. Но до репрессий он не дожил, так как покинул этот мир в 1936 году.
Трагедия его жизни заключалась в том, что он так и не нашел своего места ни в башкирском национальном движении, ни на советской партийной работе, оставшись вечным изгнанником. Тем не менее, мы должны помнить его вклад в образование Башкирской республики, сделанное им в судьбоносном 1917 году.